Да, Валерьевич, вот с 13 по 16 сентября, да, вы были на Донбассе, посещали Донецк и другие территории. Как была организована поездка, вот состав делегации какой был, и с какой целью вы поехали, какую миссию вы выполняли? Состав делегации Ассоциации силовых ведомств были учредители ассоциации. Я ее возглавлял, учредители Леон Гусейнов, Рустам Мархолян. Задача у нас и цели были повести гуманитарную помощь нашим братьям, которые на сегодняшний день держат оборону, борются за мир. Форменная одежда, которая была им очень кстати в данных погодных условиях, скажем так. Также было перенятие опыта, важного опыта. Почему? Потому что там на передовой всегда все нюансы ведения боевых действий видны, заметны и понятно, что самое главное. И мы увидели, что основным оружием, которое на сегодняшний день ведутся боевые действия весьма эффективно, это управление FPV-дронами, это уже всем известно не так давно техническое устройство, которое позволяет как обороняться, так и вести наступательные действия. Наша цель была изучить этот опыт, как управления, так и противодействия этому, для того, чтобы вести социальную работу среди наших граждан по обучению этому моменту. Мы знаем, что во всех школах ведется начальная военная подготовка, образование, где в программу входит изучение тактико-технических свойств вооружения, автомата и так далее. Но мы видим, как в сегодняшний день меняются военные технические средства, и хотим донести до наших граждан и сделать так, чтобы это было в наших образовательных программах, что непосредственно обучение в школах, и в первую очередь хотим это сделать у нас в ассоциации, открыть класс, где будут обучаться молодые люди, все желающие, кто этим хочет обучиться, управлению FPV-дронами. Там для этого необходимо порядка 20 компьютеров, программное обеспечение для начала и несколько аппаратов. Вот такая задача у нас стоит, опыт мы переняли. Мы были в самом городе Донецке около 4 дней, где увидели, к сожалению, что война беспощадна и не щадит мирных жителей. И все 4 дня на мирный город падали эти дроны, также и ракеты, в мирные дома, в больницы. Это ужасная картина, которую забыть невозможно. А также были на передовой, видели, как управляют этими средствами, как обороняются от них, противодействуют им с помощью радиоэлектронной борьбы, с помощью технических, таких как заградительная сеть и так далее. Вот это мы все увидели. Также были на полигоне, где видели и наблюдали за самим процессом обучения молодых людей, управлением. Для эффективного управления этим аппаратом необходимо от месяца до 2 месяцев обучения как теоретического, так и практического. Становится специалист, который готов выполнить поставленную задачу весьма эффективно.